Якутия-24 в прямом эфире. Это программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов. Добрый вечер. Смотрите сегодня. На защите природы в Алданском районе продолжают ликвидацию последствий от загрязнения рек. По 2 случая в день в Якутске участились ДТП с участием детей. ГИБДД призывает всех быть бдительнее. Металлические гаражи под прицелом. Более 1000 несанкционированных объектов за это лето будут вывозить с территории округов столицы. Без горячей воды на месяц. Отключения будут в Нерюнгри, Серебряном Бару и Беркаките. С чем это связано? Сохранить культуру и традиции. Юбилейный смотр деятельности этнокультурных центров коренных народов организовали в Якутске. В Москве состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года. Руководителем рабочей группы, куда вошли специалисты федеральных министерств и региональной власти, является глава Якутии Айсен Николаев. Год назад президент страны Владимир Путин поручил разработать проект, который поможет дальневосточным регионам повысить привлекательность и поднимет уровень жизни его жителей. В новую стратегию развития вошли 5 главных направлений. Это экономический прорыв, развитие транспортной инфраструктуры, здравоохранение, образование. 5-й пункт посвящен созданию комфортной городской среды. Свои корректировки могли вносить и жители регионов. От них поступило более 16 тысяч предложений, многие из которых в итоге попали в эту программу. Все дальневосточные субъекты при активном обсуждении населением, общественными организациями, парламентами, муниципальным образованием, бизнесом приняли самое непосредственное участие в разработке данной программы. Остался завершающий этап – оценить всю масштабную работу, которую мы вместе провели, определить, насколько новая программа ориентирована на достижение целей, поставленных национальными проектами, и позволяет решить задачу сделать Дальний Восток регионом привлекательным для жизни, уйти от неравенства по уровню жизни со среднероссийскими регионами. Более 1 миллиона вопросов поступило на прямую линию с Владимиром Путиным. Такие данные приводит телеканал «Россия-24». Большинство вопросов связаны с социальными проблемами. Среди них большой массив сообщений касается медицины, ЖКХ, образования. Работа колл-центра прямой линии с Владимиром Путиным продолжает работу. Каждый может задать свой вопрос президенту. Операторы с самого утра на связи. Основные темы угадать нетрудно. То, что волнует россиян, это жилье от ветхого и аварийного до новостроек и обманутых дольщиков, социальные выплаты и зарплаты, медицина, качество помощи, доступность лекарств. Напомним, что прямая линия с Владимиром Путиным состоится уже завтра, 20 июня. Законопроект о статусе многодетной семьи во 2-м окончательном чтении приняли депутаты Илтумен. Теперь дети до 23 лет, которые обучаются очно в образовательных учреждениях или проходят военную службу по призыву, входят теперь в состав многодетной семьи. По словам народного депутата Алены Атласовой, преимущества законопроекта многодетные семьи ощутят уже скоро. Например, члены таких семей смогут приобретать субсидированные авиабилеты. Это действительно касается практически очень многих семей, потому что многодетных семей в нашей республике более 27 тысяч в республике. И, конечно, в основном они проживают в сельской местности. Это, конечно, очень важно для того, чтобы поддержать ребенка во время учебы, когда все наши дети, все равно даже повзрослев, остаются нашими детьми, поэтому действительно это будет хорошая поддержка для тех семей, у которых 3 и более детей. Также сегодня парламентарии в первом и окончательном чтении внесли изменения в закон о республиканском материнском капитале. Сертификат можно использовать на оказание высокотехнологичной медицинской помощи нескольким детям, включая оплату проезда детей и сопровождающего их человека. На базе физико-технического и Якутского городского лицеев откроют базовые школы Российской академии наук. В целом по стране будут работать 108 таких учреждений. Об этом стало известно сегодня на совещании при главе республики. Как сообщил московский представитель Академии наук России, школы отбирали по общему рейтингу достижений
в сфере науки. Избранные якутские лицеи полностью соответствуют общему параметру. В базовых школах ученики, кроме среднего общеобразовательного образования, будут усиленно заниматься научной работой. До 1 января 2020 года мы должны провести уже все организационные вопросы. И с 1 января 2020 года уже начнется непосредственная работа. Афанасий Ноев назначен руководителем Департамента информационной политики и массовых коммуникаций главы правительства Якутии. Прежний руководитель Руслан Тимофеев освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу. 162 тысячи мальков пеледи отправились в естественную среду обитания. Восстановление биологического разнообразия Вилюйского водохранилища проводится при участии компании «Транснефть Восток», передает Марфирина Алексеева из Мирнинского района. Восстановление водных биоресурсов – важнейший пункт в экологической деятельности крупных компаний. Общество «Транснефть Восток» сотрудничает с Чернышевским рыбным заводом с 2008 года. Ежегодно участвует в зарыблении Вилюйского водохранилища. За более чем 10 лет за счет предприятия в естественную среду обитания выпущено более 2 миллионов личинок пеледи. Наша цель – воспроизводство рыбных запасов в соответствии с программой по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов компании «Транснефть». Почти 27 миллионов рублей направила компания на обновление помещения рыбоводного комплекса в 2010 году. Сегодня Чернышевский завод – единственное предприятие в Якутии, которое занимается взращиванием и восполнением сиговых видов рыб. Вся пеледь Вилюйского водохранилища зарождается в инкубаторах республиканского завода. По словам специалистов, самостоятельно выжить в водохранилище молоть не может. У нас сейчас производственная мощность на 100 миллионов икры, живой икры на закладку можно сделать. И около 60 миллионов личинок, именно вылупившихся личинок. На данный момент специалисты Чернышевского завода занимаются расширением взращиваемых видов рыб. В будущем планируют зарыблять реки Якутии Нельмой, Чиром, Муксуном и Осетром. Это все сейчас в работе. И мы сейчас занимаемся, не побоюсь этого слова, единственным опытом осетроводством. От дикого стада и мальков будем получать икры. И надеюсь, это все сработает. Воспроизводство биологических ресурсов «Транснефть Восток» проводит во всех регионах ведения производственной деятельности. Зарыбляются Вилюйское, Братское, Енисейское и Зейское водохранилища. Выпущено в водоемы уже более 17 миллионов мальков. На экологическую программу по зарыблению направлено более 50 миллионов рублей. Таким образом, предприятие активно участвует в сохранении популяции таких рыб, как пеледь, хариус и осетр, тем самым восполняя биологическое разнообразие в водоемах. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирнинский район. Сейчас короткая пауза, смотрите далее через минуту. На защите природы в Алданском районе продолжают ликвидацию последствий от загрязнения рек. По 2 случая в день в Якутске участились ДТП с участием детей. ГИБДД призывает быть бдительнее. Металлические гаражи под прицелом, более 1000 несанкционированных объектов за это лето будут вывозить с территории округов столицы. Сохранить культуру и традиции. Юбилейный смотр деятельности этнокультурных центров коренных и малочисленных народов организовали в Якутске. Якутия-24, программа «Итоги дня». Продолжаем выпуск. В Алданском районе ликвидируют последствия загрязнения рек. Устранение первого разрыва дамбы на реке Талая в корне ситуацию не разрешило. Контролирующие органы обнаружили еще один разрыв на нижнем полигоне горных отработок. Все подробности у Руслана Павлова. В Алданском районе продолжается ликвидация последствий загрязнения рек. Первый эпизод, связанный с разрывом бортовой дамбы руслоотводного канала в долине реки Талая, был ликвидирован 17 июня, однако река не успокоилась, и вода пошла на нижний полигон, где находятся иловые отстойники. Мы прошли немножечко дальше, в 4 километрах ниже данного объекта мы обнаружили еще один разрыв, тоже на руслоотводном канале.
И сегодня уже работает комиссия на данном объекте администрации, чтобы оценить объемы по ликвидации данного аварийного сброса. Второй прорыв оказался более серьезным в части ликвидации, поэтому пришлось привлекать еще несколько единиц техники. В процессе мониторинга были отобраны пробы воды, которые проходят лабораторные исследования. На биоресурсы загрязнение не повлияло. На месте источника загрязнения реки Талая и далее следующего дня, 15 июня, в среднем и нижнем течении, то есть получается бассейна реки Кокит и далее в устьевой части реки Алдан, то есть гибель водных биологических ресурсов не обнаружена. Пробы воды отобраны, они находятся у нас в лаборатории, анализируются, и в ближайшее время они будут уже озвучены. Вода в реке Талая по-прежнему мутная. Работы по ликвидации продолжаются. Ситуация, по мнению специалистов и экологов, находится под контролем. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Также в Алданском районе идет ремонт моста через реку Михайловка. К 20 сентября текущего года обновят проезжую часть искусственного сооружения и усилят опоры. Ремонтные работы предусматривают также установку нового металлического барьерного ограждения. Сейчас на объекте организовали реверсивное движение. Управление дороги Лена напоминает водителям о необходимости быть внимательными на участках производства дорожных работ, настоятельно просят соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков. А всего в текущем дорожно-строительном сезоне федеральные дорожники отремонтируют 8 мостов. Это в Балданском, Нерюнгринском районах Якутии и 1 путепровод в Амурской области. А в Хангаласском районе отремонтируют более 15 километров дорог до конца этого года. Все это в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Ремонтные работы пройдут на 3 участках региональной дороги Умнас. Репортаж Виолетты Засимовой. Протяженность автодороги Умнас, пролегающей по территории Хангаласского улуса, составляет около 300 километров. Ее обслуживанием занимается хангаласский филиал РИК «Автодор». Нынче с федерального бюджета выделили долгожданные средства на капитальный ремонт 3 проблемных участков дороги. 35-й километр возле границы Хангаласского улуса, отрезок дороги длиной 4 километра у села Ой и 10-километровый убитый участок дороги между Махсагалохом и Булгуняхтахом. Вообще на нашу дорогу по содержанию определенная сумма денег выделяется ежегодно. Осваиваем все. Но на сам ремонт денег в течение уже 5 лет вообще не выделялись. Это первый вид поступления на автомобильную дорогу у нас с этого года. В данный момент ремонт дороги на 35-м километре у границы Улуса завершается. Стоит отметить, что при реконструкции дорожного полотна на этом участке была применена новая технология – метод холодного ресайклинга. Это когда снимается часть старого асфальта, перемешивается со связующей смесью и цементом и укладывается заново в основание автодороги. Такой метод применяется в нашей организации. 4 года назад мы начали такие работы проводить. В частности, мы проводили в Чуракчинском улусе. И в этом году у нас этот метод применяется уже в нашем улусе. Этот же метод будет использоваться при ремонте дороги между Махсагалохом и Булгуняхтахом. А вот возле села Ой будут укладывать двухслойный асфальт. К ремонту этих 2 участков дорожники приступят в конце июня, начале июля. Сейчас ведутся подготовительные работы. Там ведутся в настоящее время разбивочные работы, перебазировка вахтового поселка и техники тяжелой. Уже на данный момент приняли 46 временных работников, и спецтехники полностью обеспечены. Головное предприятие РИК «Автодор» закупило нам новый тяжелый грейдер, новый экскаватор. В следующие 2 года ремонтные работы будут продолжены. Так, на участке дороги Умнас между Махсагалохом и Булгуняхтахом реконструируют дополнительно 10 километров 600 метров дорожного полотна. Также в следующем году у границы Улуса запланирован ремонт 800 метров дорожного полотна. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Наказание за пьяные ДТП с жертвами стало более суровым. Согласно новым правилам, если ДТП привело к причинению тяжкого вреда здоровью пострадавших, то виновнику грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Если в пьяной аварии погиб один человек, то виновник получит от 5 до 12 лет тюрьмы. Если жизни лишились двое и более пострадавших, то нетрезвого водителя по новым правилам ждут от 8 до 15 лет лишения свободы. Также поправки предусматривают сроки для водителей катеров и пилотов легких самолетов при вождении в нетрезвом виде. Ранее к уголовной ответственности их не привлекали. Тем временем, по данным в этом году по Якутску зарегистрировано 29 ДТП с участием детей. При этом 30 несовершеннолетних пострадали или получили травмы. Тему продолжит Руслан Варламов. Начиная с 1 июня в Якутске в среднем в день регистрируется по 2 дорожно-транспортных происшествия с участием детей. Это маленькие пассажиры, пешеходы и велосипедисты. Недавно был случай, когда велосипедист несовершеннолетний наехал по тротуару, и наехал на 3-летнюю девочку. Вот такие вот случаи тоже есть. Однако основная причина детского травматизма – это халатное отношение взрослых к соблюдению ПДД. По результатам рейдовых действий в текущем месяце сотрудниками ГИБДД выявлено большое количество нарушений. За июнь месяц все пассажиры и дети не пристегнутые, все поголовно. Напомним, велосипедистам в возрасте от 7 до 14 лет разрешено передвижение только по тротуарам и обязательно в присутствии родителей. А значит, детям до 14 лет выезжать на проезжую часть запрещено. От имени Госавтоинспекции города Якутска хотелось бы обратиться ко всем взрослым участникам дорожного движения, в особенности к водителям, к родителям, чтобы они ежедневно, как пятиминутка, проводили с детьми лекции, беседы по соблюдению правил дорожного движения, в особенности по велосипедам. Чтобы хоть как-то снизить количество ДТП с детьми, сотрудники ГИБДД 2 раза в неделю проводят профилактические акции. Так, для юных читателей в библиотеке «Созвездие» провели мероприятие «Внимание на дороге, дети». Ребята не только послушали лекции о правилах дорожного движения, но и сыграли в игры. Я знаю, на зеленый не надо ходить. Если загорелся красный, надо остановиться. Когда ты ходишь, ты не знаешь, что тебя ждет. Может там машина быстро поехать, ты можешь упасть. Когда на велике катаешься, там тормоза могут отцепиться, много чего бывает. Сначала надо слезть с велосипеда, потом посмотреть налево, направо. Если нет машин, то переходить дорогу. А если будет красный человечек, лучше стоять. Лето – пора самых долгих школьных каникул. Максимальную бдительность следует проявлять не только водителям при появлении детей на проезжей части, но и родителям. Водитель, ты же тоже родитель. Водитель на дороге, велосипедист. Водитель, будь осторожен, на дороге дети. Мы за безопасность на дороге. Внимание, дети! Руслан Варламов, Павел Пахомов, Якутск. Ленское корпоративное такси стало междугородним. Теперь у всех работников «Алроса» есть возможность доехать по маршруту до Мирного и обратно в Ленск за стоимость на порядок ниже, чем у сторонних перевозчиков, рассказывает Роман Токмаков. Работники всех представительств компании «Алроса» теперь могут по льготной цене покидать город на производственном такси. Услугу предоставляет общество с ограниченной ответственностью «Алмаздортранс». Стоимость одного взрослого билета – 2500 рублей. На ребенка до 7 лет включительно билет будет стоить 2000 рублей. Такси наше междугороднее мы запустили с 23 мая. Был совершен первый рейс. Воспользоваться им на первой волне, так сказать, запуска могли работники компании на площадке на Ленской целиком, то есть это работники УМТС, АДТ, частично, не частично, а филиалов Алмаз-Автоматики, АЭМа, в принципе, это все представительство на Ленской площадке. На данный момент услугами такси также могут воспользоваться жители Ленска и Мирного, не работающие в компании «Алроса». Все заявки принимаются и аккумулируются в гостинице «Лена» по принципу обычного частного такси. Сюда можно позвонить и заказать автомобиль. Заявки принимаются круглосуточно. Клиент звонит администратору гостиницы, говорит дату, адрес, сколько человек. Мы заявки собираем и отправляем диспетчеру. Диспетчер назначает машину, затем сообщается клиенту номер машины, клиент приходит в гостиницу и оплачивает. До поездки, если это поездка в Мирный, то до поездки в Мирный, если это поездка из Мирного в Ленск, то после поездки. На стартовом этапе проекта в перевозках задействованы 6 автомобилей Land Cruiser Ленского автотранспортного предприятия. Пока ажиотажа вокруг новой услуги нет. Имеющиеся машины с потоком заказов справляются без проблем. Роман Токмаков, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край».
Более 1000 несанкционированных объектов, в том числе гаражей, за этот летний сезон будут вывозить с территории округов столицы. Что делать, если ваш гараж попал в это число? Репортаж Дмитрия Тымырова. Несмотря на летнюю жару, работа идет полным ходом. За день надо успеть вывести более 10 несанкционированных объектов. В основном это металлические гаражи. Сегодня проводятся работы по перемещению крупногабаритных объектов с 202 микрорайона. За день перемещаются где-то порядка 10 объектов. И МУП «Жилкомсервис» является оператором по перемещению крупногабаритных объектов с территории города. В целом за лето планируется вывести более 1000 таких объектов. Вывоз гаражей и иных крупногабаритных некапитальных объектов у нас производится на основании гражданского и земельного законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с положением, принятым в городе Якутске, о порядке обращения с неправомерно размещенными крупногабаритными некапитальными объектами. Данное положение было утверждено 11 апреля 2011 года постановлением номер 74-П. На данный момент силами Жилкомсервиса уже вывезено 94 объекта. Надо отметить, что более 100 собственников также освободили территорию от гаражей и киосков. В управах столицы отмечают, что к подобным мероприятиям прибегает в последний раз. Мы, когда обнаруживаем несанкционированные гаражи, незаконные гаражи, да, так называемые, тогда даем предписание жителям, чтобы узаконили гаражи, чтобы к нам подходили и в индивидуальном порядке работали с нами. Когда ждем месяц, иногда и 2 месяца, и направляем надзорные органы. Однако спасти свой гараж и найти новое место можно. Главное — собрать нужные документы. Для этого подойти в управу, также вот как до этого сказал, определить место. Если место подходит по всем нормативам, нормам, то они пишут заявление на имя главы округа, предоставляют к ним копии документов. Это копия паспорта, копия ННН, копия паспорта транспортного средства, план-схему и все. Ну и фото. План-схему чего? План-схема расположения, где хотят установить гараж. В первую очередь вывозят те несанкционированные объекты, которые расположены на местах проведения работ по благоустройству территории города. Это участки улиц Пилотов в районе аэропорта, 202 микрорайон Ларионова и гаражи, которые расположены рядом с образовательными учреждениями столицы. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Ну а насколько правомерны индивидуальные перепланировки в домах? И что надо сделать, если хотите увеличить площадь за счет общедомового имущества? Сюжет Сусанны Рожиной. Как мы помним, одной из основных причин обрушения этого дома по проспекту Ленина, 27, стало изменение несущих конструкций здания. А сейчас на этом месте пустырь. А насколько правомерно изменение планировки дома и как к этому относятся сами жильцы, мы с вами и попытались узнать. Ну как, а вдруг дом упадет? Неудобно жителям-то. Конечно, отрицательно отношусь. Безопасность всего дома. Потому что начинают делать перепланировки без согласования со всеми этими, а там вынес несущую стену и упало все. Это же нарушение. Они должны обязательно согласовать, должны после этого только делать перепланировку какую-либо. Наши люди не понимают, что дальнейшее нарушение это приводит к нарушению порядка вообще пользования помещением, а также дальнейшей продажи, реализации залога. Это очень чревато, если законодательно так посмотреть. По действующему законодательству любое изменение планировки должно быть согласовано со всеми соседями и получено соответствующее разрешение на изменение плана. Перепланировок, переустройств незаконных в части использования помещений не по назначению. И в отношении порядка 67 граждан уже возбуждено административное производство. При наличии такого только проектного решения, которое обеспечивает безопасность для всех остальных, и вообще для безопасной эксплуатации данного здания, межведомственная комиссия может принять решение о согласовании данной перепланировки либо переустройства. По закону за эти нарушения будет наложен только административный штраф в размере 2-3 тысяч рублей. Но ради собственной безопасности граждане обязаны уведомлять свои управляющие компании и проводить общее собрание жильцов при любом изменении конструкции жилого дома. Сусанна Рожина, Григорий Охлопков, Григорий Николаев, Якутск.
Без горячей воды на месяц останутся жители Нерингры, Серебряного Бора и Беркакита. Отключение связано с проведением ремонтных работ на магистральных тепловых сетях и оборудовании ГРЭС. Сегодня будут проводить гидравлические испытания магистральных тепловых сетей на прочность и плотность. В этот период категорически запрещают находиться в зоне прокладки тепловых сетей, спускаться в тепловые камеры, колодцы. В период работы энергетикам предстоит заменить запорную арматуру, заменить участки тепловых сетей, переложить 1,5 километра трубопроводов. Сообщается, что выполнение всех этих работ невозможно без отключения горячего водоснабжения. Якутск стал главной площадкой проведения 10-го межрегионального смотра деятельности этнокультурных центров коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Все подробности у Дмитрия Тымырова. Юбилейный смотр деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов собрал более 80 участников. Это представители не только Якутии, но и других регионов страны. Прибыли 8 регионов: с Кемерово, с Камчатки, Бурятии, Иркутской области, Сахалинской, Магаданской и Республика Саха-Якутия. В рамках мероприятия у нас проводится научно-практическая конференция, мастер-классы по традиционной культуре, по декоративно-прикладному искусству. Основной акцент на сохранении культуры, традиций и национальных языков коренных народов. Основная проблема – это, конечно, то, что язык теряется у многих народов на грани исчезновения. Вот 7 тысяч языков в мире, да, и вот в основном гости, которые приехали к нам, у них эта проблема стоит. Это шорсты из Кемерово, да, нивхи из Сахалина, у них эта проблема стоит. И, не секрет, что и венский язык, который у нас есть коренные малочисленные народы, тоже под угрозой. Действительно, этот вопрос сегодня волнует многих. А в Магаданской области, где сегодня проживает около 6 тысяч представителей малых народов, уверены, проблему сохранения языка надо поднимать на правительственный уровень. Вы сами понимаете, что трансформируется и родной язык. Трансформируется, и даже сейчас появилось такое, знаете, выражение, что язык... Появилось такое выражение, что это на старинном языке, поэтому непонятно. Такого не должно быть, язык должен быть сохранен. Для того, чтобы сохранить традиционную культуру, нам нужна адресная государственная поддержка из федерального бюджета, из республиканского бюджета, потому что сами по себе малые народности, они не могут быть коммерциализированы. В течение 3 дней участники смотра обсудят эти и другие вопросы. Итоги мероприятия подведут в Намцах. В рамках эссе Халанхо подпишут резолюции о дальнейшей работе всех представителей малочисленных народов нашей страны. Дмитрий Тымыров, Илья Сыромятников, Якутск. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на нашем канале. Будьте всегда в курсе.